Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В первом чтении принят законопроект, направленный на корректировку отдельных положений, касающихся налоговых льгот и ставок по различным видам деятельности. Участники проекта получили опыт работы на федеральных телеканалах России. 1650 человек получили медицинскую помощь в прошлом году. В фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии подвели итоги работы. Эльчин Адзинба встретилась с соотечественниками в Госкомитете по репатриации. Указом президента Бадры Гунба Инар Ладари освобожден от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Республике Никарагуа на основании личного заявления. Временным поверенным в делах Республики Абхазия в Республике Никарагуа назначен советник-посланник посольства Аляс Айба. Соответствующий приказ подписал министр иностранных дел Олег Барцыц. Решением правления Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия президентом ТПП назначен Инар Ладари. 2 февраля он приступил к исполнению своих обязанностей. Кандидаты в члены Общественной палаты, избранные от городов и районов, теперь автоматически становятся членами палаты без утверждения другими органами. Решение принято на очередном заседании сессии парламента. Депутаты также приняли в первом чтении изменения в законодательство, касающиеся налоговой системы. Одним из ключевых нововведений стало предложение увеличить налог на прибыль для магазинов беспошлинной торговли с 15% до 25%. В первом чтении были приняты еще ряд важных законопроектов. Подробности заседания в материале Шазины Ханагуа. Национальный гимн Республики Абхазия знаменовал начало весенней сессии Народного собрания. Полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шампо представил проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере налогов. Законопроект направлен на корректировку отдельных положений, касающихся налоговых льгот и ставок по различным видам деятельности. Основное изменение касается налога на прибыль. Базовая ставка составляет 18%. Однако в действии редакции закона о налоге на прибыль для магазинов беспошлинной торговли установлена пониженная ставка 15%. Проект закона предусматривает увеличение этой ставки до 25%. Если в такой редакции будет принят проект закона, то по расчетам Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов дополнительный доход бюджета, в том числе на покрытие дефицита, составит около 100 миллионов рублей. В части, касающейся изменений в законе о оплате за землю, где сельхозпредприятиям предоставляются налоговые льготы, здесь содержится норма, что если сельхозпредприятие более чем на 50% принадлежит иностранным инвесторам, то такие предприятия не пользуются налоговой льготой. Обсуждая данный законопроект, депутаты парламента отметили, что количество магазинов свободной торговли duty-free в стране растет. При этом они наносят значительный ущерб другим магазинам. Кто выдает разрешение вообще в таком количестве сегодня на территории Абхазии открыть магазины duty-free? Мы считаем, что это лучше, чем мы говорим. Данный проект закона не вводит в наше законодательство и не легализует деятельность магазинов duty-free. Их деятельность регламентируется 2 актами. Это таможенным кодексом, в том числе, который новый таможенный кодекс был принят нынешним созывом парламента, и указом президента 2010 года о магазинах беспошлинной торговли для дипломатических работников и приравненных к ним
иностранных представительств. В ходе обсуждения Дмитрий Шамба проинформировал о том, что в ближайшие 10 дней на рассмотрение парламента поступит проект закона о запрете на открытие магазинов беспошлинной торговли внутри территории страны. В итоге законопроект был принят в первом чтении. Только на границах. То есть текущий путь закрыт? По проекту закона есть предложение, что если депутаты поддержат закон, после принятия закона они еще там в течение определенного времени работают и подлежат закрытию. В первом чтении был принят проект закона о внесении изменений в статью 5 Закона о государственной пошлине. Следует отметить, что с 1 февраля вступила в силу новая редакция данного закона. Внесение дополнений необходимо, так как судами общей юрисдикции рассматриваются заявления физических лиц и, соответственно, государственная пошлина, которую необходимо внести, должна быть учтена. В первом чтении внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии. Речь идет об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу. Предлагается устранить двойное регулирование вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условно говоря, суд Гагарского района рассматривал дело, вынес приговор, и по категориям, которые представлены здесь, да, это изменение вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, об условно-досрочном освобождении, об освобождении от наказания в связи с болезнью и так далее, как бы, чтобы эти категории дел рассматривал именно суд, не судья, подчеркиваю здесь, а именно суд, который вынес постановление о избрании наказания. Депутаты также внесли изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, касающиеся порядка формирования нового состава общественной палаты. Теперь кандидаты в члены ОП, избранные от городов и районов, автоматически становятся членами палаты без утверждения другими органами. Шазина Ханагуа, Давид Хашек, Абхазское телевидение. В Сухуми задержана участница экстремистской организации, разыскиваемая Интерполом, 55-летняя гражданка Таджикистана Глухумор Сабирова. В 2021 году правоохранительными органами Душанбе она была объявлена в международный розыск. Женщину обвиняют в организации деятельности экстремистского объединения «Салафия», запрещенного в Таджикистане. 2 февраля 2026 года при содействии совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и России задержанную передали российским правоохранительным органам. В целях реализации пунктов послания президента Абхазии вице-премьер Вараздат Минасян провел совещание с участием членов рабочей группы по вопросам оказания поддержки населению в улучшении жилищных условий. Рабочей группе предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым помощь будет оказываться в первую очередь. На данном этапе согласованы позиции ведомств по обсуждаемому вопросу. Разработанный рабочей группой проект в ближайшее время будет представлен в Кабинет министров. 7 карантинных вредителей, проникших в республику с импортным растительным материалом и транспортными средствами, были выявлены в прошлом году Государственной инспекцией по карантину растений, рассказал вице-премьеру Вараздату Минасяну начальник инспекции Омар Цвишба. Выявлено 48 видов некарантинных вредителей, в основном из следующих отрядов насекомых: чешуекрылые, жуки, двукрылые, равнокрылые. Представляя отчет о проделанной работе за 2025 год, Омар Цвишба отметил, что при экспертизе отечественного подкарантинного материала были проанализированы образцы плодовых, цитрусовых, овощных культур. Были обнаружены болезни бактериального вирусного происхождения. Карантинные болезни не выявлены. По фитосанитарному сертификату 22 136 штук. Из них пешеход, это ручная кладь имеется в виду, 11 887 штук мы выписали. А вот карантинные сертификаты 3205 штук. Это 25 год.
А так границу вот машины проезжали своевременно, все без всяких там задержек с документами, все вы выдавали, все своевременно, все в порядке, правильно? Не было никаких очередей, заторов, жалоб. Да, не было Ваш адрес. никаких заторов, никаких очередей не было. За 24 год тоже не было. 24 год считается хорошим сезоном. Не было никаких заторов, никаких очередей. И точно так же в этом году... Все исполняли, все свою работу. Все работало вовремя, все на местах, все хватало, все сертификаты были вовремя, все выписывали, никаких задержек не было. Значит, поручения президента были выполнены. Хотел бы от имени правительства и от себя выразить благодарность всему коллективу карантинной инспекции. У вас работа нелегкая, вы следите за защитой наших растений, за безопасностью продовольственной. Это очень важная миссия на самом деле и очень нелегко. Так что будем усиливать этот фитосанитарный контроль. Если есть какие-то проблемы, будем общими усилиями одолевать их. Мы готовы к конструктивному диалогу и плодотворной работе. Благодарю вас за вашу работу. Спасибо. Олег Барциц встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в России и Абхазии Хесусосом Рафаэлем Саласаром Веласкесом. Глава МИД Абхазии поблагодарил венесуэльскую сторону за постоянную поддержку и тесные рабочие контакты, а также выразил солидарность законному правительству дружественной страны в свете недавних внутриполитических событий, сообщает пресс-служба ведомства. Посол выразил благодарность Абхазии за ее принципиальную и неизменную позицию солидарности. Стороны договорились подготовить дорожную карту двустороннего сотрудничества. Министерство сельского хозяйства информирует о временном прекращении приема заявления на участие в ведомственной целевой программе развития сельского хозяйства Абхазии. Это решение принято в связи с большим объемом уже поступивших и находящихся в обработке заявлений. О возобновлении приема заявления будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах министерства. 1651 инвалид Отечественной войны народа Абхазии получил медицинскую помощь в прошлом году за счет средств Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В фонде подвели итоги работы и рассказали детали. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Исполнение доходной части бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов ОВНА на 2025 год составило 273,5 миллиона рублей. Расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов за прошлый год составили почти 259 миллионов рублей. Из них 27,5 миллионов на содержание аппарата. Дмитрий Тарба отметил, что на приобретение медикаментов ушло 70 миллионов. Когда на территорию Абхазии попадает наш брат в больницу, когда видит наша секретарша, что написано о социальном лечении, все, что врач пишет, все лекарства необходимые, все покупает фонд. Плюс еще 10 тысяч мы начисляем ему за то, что он попал в больницу. А когда не лежит в больнице и нуждается в каких-то препаратах, врач ему выписывает, тогда уже он должен по принципу прописки обратиться в поликлинику, и ему по перечню выдадут рецепты. То, что попадает в перечень, все тоже фонд покупает. Вот такие у нас правила. Но есть такие, которые на самом деле нуждаются, на одну пенсию живут и не могут они сами тоже купить. Тогда и Минздрав помогает. Вот все. Что еще в перечне нету медикаментов в списке? То, что в списке препаратов нету, Минздрав выдает. В любом случае, одним словом, выход есть. Не оставим так. Люди пишут заявления, по этим заявлениям отрабатывается это все. Фонд имеет договора с определенными медицинскими учреждениями и отправляют на лечение.
В 2025 году было принято 1651 заявка. Помощь была оказана в разных сферах. Среди них материальная помощь на лечение в России, которую получили 344 человека. Сумма составляет 16 миллионов 700 тысяч рублей. 56 инвалидов были обследованы за пределами России. На это потратили 560 тысяч рублей. 7 миллионов 940 тысяч рублей выделили на санаторно-курортное лечение. Такой услугой воспользовались 182 человека. Оплата санаторно-курортным учреждениям 21 956 тысяч. Стоматологические услуги 213 человек. 19 миллионов 414 856. Специальное оборудование средств реабилитации 292 человека. 4 миллиона и 462 тысячи. Фонд также покрыл расходы на дорогу к месту лечения. Всего 6 миллионов 418 тысяч рублей. Количество и направляемые суммы всегда у нас суммы, то, что, как говорится, предназначено у нас по постановлению, и фонд это справляется благополучно, и я не думаю, что есть какой-то инвалид, ветеран войны, который остался бы недоволен. Вот эту работу каждый год мы проводим. У нас каждый год, слава богу, одни улучшения. И бюджет у нас увеличивается. Государственный внебюджетный фонд инвалидов ОВНА реализует государственную политику, направленную на социальную поддержку и реабилитацию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В этом году бюджет фонда составляет 299 миллионов 231 тысячу рублей, что на 43 миллиона больше, чем в 2025. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Госкомитете по репатриации прошла встреча с нашей соотечественницей из Турции Эльчин Адзинба, которая в эти дни находится в Абхазии. Абхазская правозащитница не раз выступала на международных площадках, где говорила о правах граждан Абхазии, за что подверглась угрозам и преследованиям со стороны Грузии. На встрече она рассказала о своей работе, семье и планах на будущее. Репортаж Гугуцы Вардания. Когда-то предкам Эльчин Адзинба, как и многим другим абхазам, пришлось оставить историческую родину. С тех пор прошло более 100 лет. Из поколения в поколение в семье девушки неустанно прививали любовь к родному краю и языку. Мои родители с детства мне говорили: не забывай, что ты абхазка. Всегда помни это, где бы ты ни находилась. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, они жили в Турции. Эльчин была совсем ребенком, поэтому отец не смог оставить ее одну с матерью и уехать. Мы жили в Турции на тот момент. Мама не работала, отец – единственный кормилец в семье. Он очень стесняется этого и говорит мне: я не смог приехать, когда нужно. Теперь ты подросла, делай все, что можешь для Абхазии. Эльчин Адзинба со школьной скамьи была активна в лоббировании интересов Абхазии в Турции. Затем, получив кандидатскую степень, она решила, что главное направление – это защита прав народа. Сегодня Эльчин Адзинба – доцент Турецкого университета, специалист по международным отношениям. О правах граждан Абхазии на международных площадках я говорю с 2020-го. Тогда же я завела первые контакты с представителями ООН. О независимости Абхазии и ее народе я говорила на площадке в Австрии, в Вене. Тогда я сказала, что я первая абхазка, представляющая интересы Абхазии. Все подумали, что это шутка. Затем я выступала на площадке ООН в 2023 и 2025 годах. В 2025 на площадке ООН наша соотечественница из диаспоры озвучила ряд ключевых проблем, касающихся прав граждан Абхазии и международной изоляции страны, а также призвала государства, членов ООН, искать практические пути решения проблемы непризнания абхазских документов. После и даже до выступления представители грузинской стороны оказывали давление на девушку, преследовали ее, а затем она подверглась кибератаке. На второй день форума на площадке ООН представители грузинской делегации сели напротив меня, чтобы оказать давление. Они были уверены, что я не осмелюсь говорить или упоминать Абхазию, но меня поддержали чудесные люди из других делегаций других стран. Они сели рядом со мной, чтобы показать, они поддерживают меня и Абхазию. Затем один из представителей грузинской стороны пошел за мной и сказал, что хочет поговорить со мной лично. Я ушла. Преследовали до аэропорта. Слава богу, я добралась домой.
Несмотря на давление и угрозы с грузинской стороны, Эльчин отмечает, что и дальше будет выступать и защищать интересы Абхазии. Я и далее буду выступать и интегрировать выступления тех, кто здесь проживает. В единстве наша сила. Нужно совместно реагировать и задействовать Федерацию культурных центров Турецкой Республики. Хочу подчеркнуть, что абхазская дипломатия изолирована, и чтобы выйти из этой изоляции, нужно выступать в культурном, спортивном и других направлениях. Сегодня в Абхазии есть много хороших молодых дипломатов. Совместная работа Министерства юстиции и МИДа приведет к такому документу, который можно будет представить на международных площадках и далее. Впереди у Эльчин Азенба много планов, в том числе и переезд в Абхазию. Супруг Эльчин абхаз. В семье говорят на нескольких языках. В приоритете, конечно, абхазский. По словам правозащитницы, старший сын владеет им лучше, чем она. В эти дни Эльчин Азенба на исторической родине Абхазии. Здесь ее тепло встречают и всегда ждут. Да, вчера в Гудаутах я была очень рада, я была шокирована, я стеснялась, хотя я привыкла выступать перед публикой большой, но в данном случае было очень сложно говорить, я забыла, что я хотела сказать. Мне было очень приятно и прям вот от души затронула эта встреча. Теперь, по словам абхазской правозащитницы, она чувствует еще большую поддержку и ответственность за свою деятельность, а Абхазия всегда в ее душе и сердце. Гугут Савардания, Рамо Камки, Абхазское телевидение. 2 февраля отмечает 80-летний юбилей председатель Палаты адвокатов Абхазии, заслуженный юрист Абхазии Константин Чагава. Выпускник Всесоюзного юридического института Константин Чагава с 1976 года работает в системе Министерства юстиции Абхазии. С 1993 года возглавлял Сухумскую коллегию адвокатов. 2020 года председатель Палаты адвокатов. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся адвокатов, профессионалов и созидателей, внесших неоценимый вклад в создание и приумножение лучших традиций адвокатуры в нашей стране, говорится в поздравительном адресе адвокатского сообщества республики. В Москве завершил работу 3-й модуль образовательной программы «Новые медиа Абхазии». У участников была насыщенная программа: встречи с мастерами и их командами, посещение и изучение опыта работы крупнейших медиакомпаний России, проработка и предзащита своих медиапроектов. Ирина Богателя расскажет подробности. 3-й модуль проекта «Новые медиа Абхазии» открылся со встречи с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. 2-й день был посвящен работе в мастерских с мастерами программы Владимиром Табаком, Эрнестом Мацкевичусом и Андреем Писаревым. Вечером же состоялся книжный клуб, который провели Владимир Табак и Кристина Потупчик. «Новые медиа Абхазии» – проект, помогающий молодым журналистам, блогерам и предпринимателям отточить свои навыки, создать качественный контент в цифровой сфере, получить большой опыт от профессионалов, а также дающий шанс реализовать свои личные проекты. Абхазская журналистика всегда отличалась своим профессионализмом. Абхазские журналисты всегда отличались своим уважением к читателю, к зрителю. А жизнь идет вперед, приходят в нашу профессию новые современные методы, новые подходы. И поэтому, освоив их, и я уверен, что абхазская журналистика, абхазская блогосфера будет еще профессиональнее, еще качественнее. И это все на пользу будет нашей страны. На первых 2 модулях в Пицунде участники получили теоретическую часть программы. 3-й же модуль прошел в Москве и позволил участникам приехать в гости к мастерам, увидеть их работу воочию, ознакомиться с внутренней кухней таких известных программ, как «Жить здорово», «Умники и умницы» и «Поле чудес». Россия – это большая страна с большим опытом, профессионалы, которые
огромную аудиторию имеет. И для нас, для Абхазии, для маленькой страны очень важно этот опыт получать. И я благодарна, что я здесь, что я могу вот так напрямую задавать. Вот сегодня у меня была возможность, мне кажется, где бы я еще смогла задать вопрос Марии Захаровой, вопрос, который волнует наше общество. Я как бы от лица нашего общества смогла этот вопрос задать. Информационно-политический телеканал «Соловьев Лайв» позволил участникам вместе с экспертами провести прямой эфир. Участники были поделены на 5 команд. Они должны были в течение ограниченного времени распределить роли и подготовить новости. В общем, эфир длился более 2 часов. Также у нас была возможность попасть на информационно-политический канал «Соловьев Лайв». И была возможность, кстати говоря, поделиться на команды. У нас было 5 команд, и мы были в течение 20 минут в прямом эфире со спикерами и обсуждали очень интересную тему. И достаточно интересно это все прошло, и это был для нас такой первый и масштабный опыт. В ходе лекции Марии Захаровой задали интересный вопрос – как создать положительный образ Абхазии, на что она ответила – искусственное создание чего-либо имеет противоположный эффект. Фишка же Абхазии в ее естестве. Эта мысль о сохранении своей идентичности красной нитью проходила сквозь весь модуль. Я когда готовилась, вот такие ощущения у меня были, что вот встреча, беседа на вот таком высоком уровне, это всегда что-то, ну, может быть, сложное для понимания, такое, может быть, непростое. И тут вдруг оказалось, что атмосфера была очень комфортная, уютная. Это такой позитивный вайб, который исходил от Марии Владимировны. И, конечно, ее, ну, вот эта коронная, потрясающая способность спокойно, убедительно излагать факты. Когда ты вовлекаешься, ты весь во внимании, невозможно, ну, просто невозможно ни на что отвлечься, ничто другое не интересует. У каждого участника свой личный медиапроект с различными темами и целями, однако их всех объединяет одна общая цель – развитие своей страны. В рамках 3-го модуля участники презентовали свои проекты экспертной комиссии, получили советы и наставления для их улучшения. У нас есть у каждого возможность презентовать свой проект. Мой проект называется «Рестарт. Перезагрузка». Это серия мотивационных тренингов для нашей молодежи, чтобы действительно наша молодежь вдохновилась, мотивировалась, да, на амбициозные поступки в своей жизни. Это первый масштабный проект такого рода. Помимо захватывающей программы, участникам запомнились яркие творческие конкурсы, направленные на сплочение команд. День перед отъездом вечером был очень интересный конкурс. Мы разбились на команды, и нужно было всем вместе нарисовать фрагмент картины. А потом эти фрагменты, как мозаика, все соединялись, и получалась единая картина. Это было очень интересно, мы все перемазались в краске, у нас было столько эмоций. Кстати, одна из картин, которая участвовала в конкурсе, была картина нашего абхазского художника, наряду с Ван Гогом, там еще какими-то именитыми, Заура Мукба. Это было очень приятно, что вот организации, что организаторы в каждый вот конкурс, в каждый мастер-класс, в каждую лекцию, они вот что-то старались внести наше, чтобы вот сделать нам приятное. Участники уже на финишной прямой. В середине марта состоится 4-й и последний модуль проекта, на котором лучшие работы будут профинансированы и реализованы. Ирина Богателя, Ахра Мичпа, Абхазское телевидение. В Русдраме подвели итоги зрительского голосования после режиссерских показов. 1-е место Георгий Сурков с эскизом «Бог резни». 2-е место Алексей Золотовицкий с работой «О, где же ты, брат?». 3-е место Мадлена Барцис с прочтением «Джокера». 4-е место Роман Габрия с эскизом «Крестный отец». Итоговое решение будет принято после суммирования баллов экспертного совета и результатов народного голосования. С 9 февраля начнет курсировать автобус для студентов «Новый район АГУ», сообщает пресс-служба столичной администрации. Начало маршрута следования в 8:20 утра от пересечения улицы Аргун с Гумистинской, Абырлаш. Далее по улицам Гумистинская, Агрба, Кераз, Аргун, Гумистинская, Эш, Бадзидзария, Дбар, Лакоба до места обучения АГУ. Стоимость проезда – 15 рублей. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки.
По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой. Местами возможен дождь со снегом, туман, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 6,11, температура морской воды плюс 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.